ваше настроение? Отличное. Какие у вас впечатления о нашем институте, о нашем городе, может быть, совсем немножко, и о студентах? О городе, на самом деле, очень интересно. То есть мы же в России все живем, но я приехала, и тут очень-очень яркие деревья, и не смогла удержаться и фотографировалась в листьях. Вот, реально очень красиво. Вот, о студентах впечатление, конечно же, супер, очень интересно. Вот, я надеюсь, что все-таки студенты также заинтересуются каким-то экспериментальным творчеством, хотя бы даже в рамках своей области, вот, и смогут как бы выйти за рамку. Расскажите нашим зрителям о вашем роде деятельности. Я директор сообщества SoundArtist.ru. Это сообщество независимых артистов, которые работают с экспериментальным звуком и технологическим искусством. Как быстро создать такую музыку? Быстро создать... Ну, это все, смотрите, просто нужно иметь интерес к происходящему, да, интерес к тому, что происходит вокруг вас. То есть, например, один из моих любимых инструментов – это так называемый no input. То есть, есть, например, микшер, да, куда подключаются инструменты во время концерта, но можно не подключать инструменты, а играть, собственно, на этом аналоговом микшере. В интернете очень много видео на эту тему. Просто подключаете провод, да, соединяете вход микшера и выход микшера, и он начинает заводиться, получается шум. С этим можно очень много всего сделать, на самом деле. То есть абсолютно простой способ, но как бы нужно помнить, да, что это не целевое использование микшера, его делают не для этого. И как раз-таки всегда нужно, ну, то есть как бы и на гитаре, да, люди играют, но кто-то додумался ее там положить и просто стучать по ней тоже. Это тоже является частью музыкальной композиции, поэтому самый быстрый способ, это даже, ну, не быстро, а вот именно иметь в себе какой-то интерес к вещам как таковым, да, то есть смотреть на них с другой стороны, и тогда уже идеи начнут сами к вам приходить, и очень важно, то есть здесь, я бы сказала, стараться не терять мотивацию, и самый лучший способ ее поддерживать – это что-то делать, то есть не бояться делать плохо, наоборот, чем хуже, тем лучше, то есть когда не ждать, пока вы там что-то узнаете, научитесь чему-то, да, а делать, обладая теми ресурсами и навыками, которые у вас есть сейчас, потому что пока вы будете это делать, вы, соответственно, получите новый опыт и больше знаний, то есть это неизбежно. А какие ваши впечатления о нашем институте, о студентах и о Чебоксарах в целом? Ну, во-первых, нам очень приятно приглашение как спикерам «Культура 2.0» в рамках культурного форума из Санкт-Петербурга. Но, безусловно, хочется таких встреч побольше и почаще, потому что именно такое, скажем, легкое непринужденное общение со студентами, обмен между регионами вдохновляет на какие-то новые проекты и коммуникации. Мне кажется, это очень важно, знакомиться друг с другом. Вам понравилось? Безусловно. А приедете в Чебоксары еще? Ну, конечно, потому что пока мы здесь были, мы были в гостях у ректора и съели пару ваших вкусных конфеток, да, и уже сложно отказаться, приехать и пробовать их еще раз. Поэтому будем стараться в будущем почаще бывать, но и есть же у нас онлайн-формы, тот же самый Zoom или онлайн-трансляция. Мы можем быть ближе благодаря трансляциям, почему бы нет? Расскажите, пожалуйста, кратко о роде вашей деятельности. Я музыкант, композитор эмбиентной музыки, скажем так, экспериментальной музыки. Также я провожу концерты по экспериментальной музыке в Санкт-Петербургском музее звука, веду свой собственный музыкальный лейбл, который называется «Симфоническая тишина внутри». Ну и максимально стараюсь быть включенным в разные аудиовизуальные проекты, создавать перформансы, постановки и как можно больше развивать сообщество вокруг себя творческих людей. Почему вы открыли свой лейбл, а не вошли в чей-то? Это хороший вопрос. Дело в том, что я сам из Ростова-на-Дону, сейчас проживаю в Санкт-Петербурге, но когда я открывал лейбл, это было 14 лет назад, достаточно давно, я чувствовал необходимость в создании субкультур вокруг себя, и у меня не было другого варианта, как воплотить лейбл, который объединил в себе музыкантов, объединил бы концерты, художников, безусловно, видеохудожников, где мы создавали бы интересные встречи не только в онлайн
офлайн-форме, потому что многие лейблы издаются в онлайн-форме на разных стриминговых сервисах, но мне важно было в лейбл всегда заложить еще идею мероприятий, концертов, чтобы могли встречаться, общаться, вот как сейчас, и задумывать новые перспективные события. И что бы вы пожелали будущим студентам, которые захотят вот после этой встречи писать музыку? Как я сказал на нашей встрече, это, безусловно, не сомневаться в своих решениях, быть смелым в своих решениях, в своих действиях, стараться объединять вокруг себя творческих людей, коммуницировать, коллаборировать и вести эти две важные линии, как личный путь творца, так, безусловно, и общественная деятельность. Именно вместе мы сможем, мне кажется, поднять общий уровень культуры, допустим, в вашем регионе, на новый уровень. Именно в этом есть смысл наших встреч и нашего взаимодействия.